Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке плана мероприятий по празднованию 30-летия Дня Победы и 15-летия Дня международного признания независимости Абхазии. В прокуратуре Сухумы обсудили результаты работы по профилактике, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, совершенных подростками. В компании «Вина и воды Абхазии» проходит семинар по вопросам менеджмента и безопасности продукции. Готовится к выходу альбом автора-исполнителя Омара Сангулия. Состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке плана мероприятий по празднованию 30-летия Дня Победы и независимости и 15-летия Дня международного признания независимости Абхазии. Заседание прошло под председательством вице-президента Бадры Гунба. Репортаж Алеки Трапш. В 2023 году Абхазия будет отмечать 30-летие Дня Победы и независимости и 15-летие Дня международного признания независимости Абхазии. Государственная комиссия по подготовке плана мероприятий по празднованию знаменательных дат создана распоряжением президента Аслана Бжани. На заседании члены комиссии выступили со своими предложениями и идеями плана мероприятий. Министерство культуры выделило 10 основных направлений, среди которых театрализованное представление, которое пройдет 30 сентября, и мероприятие под названием «Песни, рожденные войной», приуроченное ко Дню добровольца с участием артистов абхазской эстрады и артистов из Северного Кавказа. Кроме того, Минкульт планирует провести фотовыставку «Герои не умирают. Помним». Министр культуры Даур Кови также предлагает снять короткометражный фильм об Отечественной войне народа Абхазии. Кроме того, в память о погибших в мартовском наступлении Минкульт планирует провести концерт «Реквием». Еще одно мероприятие, которое предлагается, это провести выставку работ художников Абхазии. Также это мы видим в виде конкурса среди художников Абхазии и тематика, посвященная победе. Важным мероприятием считаем проведение вечера памяти Владислава Григорьевича Арзенова. Немало мероприятий к празднованию 30-летия Дня Победы и независимости готовит администрация столицы. Мэр Сухума Беслан Эшба сообщил, что планируется провести ремонтно-восстановительные работы на Красном мосту. Запланировано благоустройство набережной и фуникулера. Я бы хотел еще предложение внести. Я знаю, что многие наши и общественные организации, и депутаты парламента, много разговоров вокруг, но пока этот вопрос не двигается. Очень символично и значимо было бы к дате 30 сентября, чтобы был у нас принят закон о статусе ветерана. Это будет самый большой подарок для наших ветеранов войны народа Абхазии. Поэтому, если нужно подключиться, если нужна какая-то помощь с нашей стороны, я уверен, что мы там сможем внести тоже со своей стороны определенную работу. Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кишба предложила учредить орден Абснаан. Также она считает необходимым увеличить пенсии и пособия семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии и снять документальный фильм о войне. Генеральный директор АГТРК Ирина Агарба высказалась за необходимость систематизации военного архива абхазского телевидения. Архив богатый, слава богу, есть, с чем можно работать. Но этот архив надо систематизировать, из этого архива создавать уже новые работы, потому что то, что мы называем фильмами, Руслан не даст мне соврать, вот собрали много-много-много синхронов и какой-то текст там закадровый и так далее, и у нас это называется фильмом. Это не фильм. Документальный фильм хороший, к великому сожалению, о войне у нас нет. Но я против того, чтобы документальный фильм о нашей войне делали не наши журналисты, не наши историки, а за пределами Абхазии, потому что я смотрела все, что есть, то, что делали российские журналисты, они неплохие, но мы должны изнутри, из себя все-таки выдавить нечто такое большое, качественное. В архиве абхазского телевидения есть материал Айба Шранцоз, где гражданское население, очевидцы, оказавшиеся в оккупации, рассказывают о том, что пережили во время войны. Ирина Агарба отмечает, что материал очень важный, и его нужно перевести на иностранные языки, чтобы правду о войне в Абхазии узнали далеко за пределами страны. А вот там говорили люди, они говорили все как было.
Этот материал теперь уже абсолютно бесценный, потому что этих людей, которых мы тогда записали, их уже нет. И кто за них это расскажет? И у меня физически времени не было за все эти годы, чтобы вернуться, сесть и начать все это переводить. Мне кажется, что вот сейчас, если мы в этом году не сделаем, вот привязав это вот к этим событиям, мы не сделаем. И мы будем решать, будем переводить на русский или будем переводить на английский. Либо переведем на русский, но субтитры будут на английском, если такая программа, программу ребята наши смогут, значит, с такой программой помочь, потому что нам нужно, чтобы и российский зритель, вам кажется, что в России все знают. Нет. Сейчас, когда вот интернет такие возможности создает, нам это очень нужно. Вот это должно зазвучать. И это кажется, что очень важный материал для обоснования всей нашей борьбы и всех наших, скажем так, усилий для международного признания. Ирина Агарба также рассказала о сложном материально-техническом состоянии государственного канала. Особое внимание обратила на состояние спецтехники и студии. Та техника, которая нам необходима для работы, именно в контексте вот этих мероприятий, празднования, да, очень хотелось бы вот выразить же просьбу нашего коллектива нас поддержать. У нас другого выхода нет. Вот ПТС, вот наша студия передвижная, да, она снимает все вот концерты, которые есть. Это единственная вот техника серьезная, которая у нас есть, да. Недавно, во время съемок в филармонии, эта техника вышла из строя. Ребята с трудом починили дальше и пошли. И в нашей студии вот такой пульт нам необходим. Эту технику мы должны приобрести. Председатель Союза журналистов Руслан Хашик считает необходимым определить статус журналистов, операторов, режиссеров и техников абхазского телевидения, работавших во время войны. Он также считает необходимым провести оцифровку и систематизацию военного архива абхазского телевидения. Нам надо подумать, из каких средств, с какими возможностями, которые располагает абхазское телевидение, что еще нужно им придать, чтобы вопрос архива в рамках вот 30-летия постараться решить. Это вопрос, один из самых главных вопросов. Мы можем в один прекрасный день оказаться в такой ситуации, что у нас вообще не будет ничего. Резервные копии должны быть. Это система хранения, серверы, без копий и без нахождения его в других местах, в целях его безопасности, не дай бог чего-то. То есть вот эти вопросы очень глобальные для нашего государства. По мнению представителя ветеранской партии Амт-Сахара, к празднованию 30-летия Дня Победы и независимости необходимо принять закон о ветеранах. Они предлагают снизить пенсионный возраст ветеранов на 5 лет, установить выплаты по боевым наградам и 50% льготы на оплату коммунальных услуг. Депутат парламента Леонид Лакирбаев поддержал инициативу принятия закона. Нам этот закон, абсолютное согласие, надо будет принимать. Это даже разговора нет. На что я хотел бы обратить внимание, шире надо молодежь подключить. Может быть, будет какая-то идея, не свойственная никакому вот из этих юбилейных мероприятий, потому что можно говорить о бессмертном полку применительно к нам. Он реален совершенно, к 30-летию Победы. Это так, но это уже чужая инициатива, но не наша, по крайней мере, хотя я ее не отвергаю ни в коем случае. Может быть, наша молодежь придумает какой-то, я не знаю, если хотите, даже флешмоб такой, который будет знаковый, значимый, понятный, на им понятном языке. Это, на мой взгляд, очень важно. И я еще одно хочу сказать, я уже устал это говорить, наверное, но давайте мы, в конце концов, в год 30-летия определимся с памятником добровольцам. Это мое личное мнение. У нас должно быть два памятника. Один матери абхазской, в обязательном порядке. Потому что то, что выдержали наши родители, вот ребята этих, это далеко не каждый мог выдержать. А второе, то, что касается памятника добровольцам. Все предложения членов комиссии по подготовке плана мероприятий по празднованию 30-летия Дня Победы и независимости и 15-летия Дня международного признания независимости Абхазии будут рассмотрены в ближайшее время, после чего и будет утвержден окончательный план. Алика Трапш, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.
За многолетний труд и вклад в публицистику члену Союза журналистов Абхазии Аполлону Дума присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Абхазии». Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с главой абхазской дипмиссии Налам Ладария, который находится в эти дни в Сухуми. На встрече с премьером посол рассказал о том, что у посольства налажено эффективное взаимодействие с правительственными структурами и никарагуанской стороны и подчеркнул, что оно носит особо дружественный и взаимоуважительный характер. Инар Ладария высказал ряд предложений по наращиванию партнерства с Никарагуа в различных областях. По мнению премьер-министра, эти предложения интересны, их необходимо обсудить и согласовать с профильными органами власти Абхазии. По поручению президента Аслана Бжани премьер-министр Александр Анкваб просил передать руководству Республики Никарагуа, что абхазская сторона придает важное значение отношениям между двумя странами и заверение правительства страны в заинтересованности расширения сотрудничества. На встрече обсуждались и вопросы материально-технического обеспечения посольства. В прокуратуре Сухуми обсудили результаты деятельности правоохранительных и иных уполномоченных органов по профилактике, выявлению, пресечению, расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. В координационном совещании приняли участие первый заместитель генерального прокурора Дамир Квицения, министр внутренних дел Вальтер Бутва, представители Государственной службы охраны, Таможенного комитета, Миграционной службы, оперативного отдела СГБ, специалисты министерств и ведомств. Подробности совещания в репортаже Гугуцы Вардания. По данным специалистов, на учет в соответствующее отдело МВД Республики в 2017 году было поставлено 68 подростков, в 2018 – 56, в 2019 – 46, в 2020 – 44, в 2021 – 28. В 2022 – 30 человек. Как показывает статистика, количество несовершеннолетних правонарушителей с каждым годом уменьшается. Инспекторы и правоохранительные органы ведут в этом направлении большую работу. Но в то же время необходимо подчеркнуть, что ведется активная работа с родителями, не выполняющими обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей. Количество таких родителей в 2022 году 28 человек. Аналогичный период 2021 года 25 человек. В период пандемии в 2022 году было поставлено на учет милицию общественной безопасности 23 родителя. В 2019 году также 23 родителя, в 2018 году 17 и в 2017 году 15 родителей. С основным докладом выступила старший помощник генпрокурора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия. Она отметила, что проводится постоянный мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет выявления информации, наносящей вред развитию и здоровью детей, и проводится работа по профилактике правонарушений. Если в 2017 году 27 подростков совершили 23 преступления, то в течение 11 месяцев 2022 10 подростков совершили 8 преступлений. Таким образом, показатель снизился в 3 раза. Основная масса этих правонарушений относится к категории преступлений небольшой и средней тяжести и связана чаще всего с кражами. По всем преступлениям возбуждены уголовные дела и направлены в суды. Как правило, основным видом наказания является штраф. Цулукия отметила, что большой проблемой является бесконтрольное использование подростками смартфонов, которое часто становится инструментом для пропаганды наркотиков и преступного образа жизни. Также ведется большая работа в отношении жестокого отношения к подросткам. Работа по предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних является предметом постоянного внимания прокуратуры республики. Однако есть несколько факторов, которые препятствуют успешности мероприятий по профилактике. Например, это особенности несовершеннолетних из физиологии и психологии. Часто несовершеннолетние либо скрывают, что в отношении них были совершены противоправные действия всеми возможными способами, боясь отрицательной реакции со стороны родителей, либо просто не в состоянии осознать, что в отношении них совершены преступления. Значительное число потерпевших несовершеннолетних находится в зависимом состоянии от преступников. В Абхазии в отделах по делам несовершеннолетних работают 35 инспекторов, 98 участковых. Нехватки в специалистах нет. За отчетный период на учете Государственной службы социальной поддержки находятся семьи, в которых проживают более 2000 детей. Чаще всего озвучивались проблемы социально-экономического и социально-демократического характера.
Это малоимущие семьи, многодетные семьи, неполные семьи, в частности, мать-одиночка, одинокий отец, либо пожилой опекун, бабушка или дедушка. Ольга Мороз добавила, что уже началась разработка проекта «Приемная семья». Его суть в том, что будут подобраны и подготовлены семьи, в которые в экстренных случаях временно разместят детей. Также в дальнейшем планируется открыть кризисный центр. В рамках совещания доклад о проделанной работе представила уполномоченный по правам ребенка в республике Мактина Джинджолия. Она рассказала, что одним из приоритетных направлений аппарата является создание уже упомянутого выше республиканского кризисного центра для временного пребывания детей. 3 года было выявлено по меньшей мере 65 детей, 25 девочек и 40 мальчиков, которые остались без попечения родителей или опекунов, здоровью и жизни которых угрожает опасность. В производстве аппарата находится до 10 заявлений, дети которых находятся в сложной жизненной ситуации без необходимой заботы. Статистика свидетельствует о том, что в среднем каждый год количество детей, единовременно остро нуждающихся в подобном центре, составляет около 10-12 человек. Условия в кризисном центре должны быть максимально близкими домашним, отметила уполномоченный по правам ребенка. При этом соответствующие службы должны рассматривать нахождение ребенка в центре как временное решение и предпринимать все необходимые меры для нормализации ситуации и возвращения их в биологическую семью. Либо нужно работать в направлении устройства ребенка в семью усыновителей на постоянной основе. Джинджолия рассказала, что с момента ее назначения в аппарат уполномоченного по правам ребенка поступило более 45 обращений по различным правовым вопросам, которые были взяты в производство. Большинство нарушений касается прав ребенка при расторжении брака, при определении порядка общения с детьми и определении места жительства. В рамках отчетного доклада уполномоченный по правам человека затронула тему вовлечения несовершеннолетних в опасные онлайн-игры. В связи с чем транспортной прокуратурой была дана рекомендация провести профилактические мероприятия в образовательных учреждениях республики. С августа по сентябрь 2022 года сотрудники аппарата активно работали над созданием материалов для открытых классных часов в общеобразовательных учреждениях Республики Абхазия. После завершения работы нами была организована встреча с первым заместителем министра просвещения и языковой политики Республики Абхазия для изучения и последующего одобрения материалов, которые были подготовлены сотрудниками аппарата. В октябре 2022 представленные аппаратом уполномоченного по правам ребенка материалы были одобрены Министерством просвещения. Несмотря на то, что количество преступлений, совершенных подростками, с каждым годом становится меньше и есть хорошие результаты, на совещании было отмечено, что нужно вести еще более плодотворную работу. Можно сегодня отметить одну из проблем, которая была озвучена, что тот негативный контент, который присутствует в интернет-пространстве, определенным образом влияет на развитие наших детей. Поэтому здесь, помимо деятельности государственных органов, немаловажное значение приобретает роль семьи, роль воспитания, роль педагогов в школах. И наша сегодняшняя цель в том числе и заключается, чтобы как-то наладить взаимодействие между всеми органами, которые занимаются сегодня профилактикой преступлений. Я думаю, выражу общее мнение, скажу, что здесь большинство людей сидит, которые знают еще Советский Союз, и мы помним тот период, когда в наших городах не было чужих детей. Сегодня почему-то это некий посыл родителям. Сегодня почему-то мы, когда замечания старшие делают молодежи на улице, некоторые родители это очень болезненно воспринимают. И хотел бы сказать, что если вашему ребенку кто-то сделал замечание, ему надо быть благодарным, что ваш ребенок кого-то заботит, кроме вас. Нас он, конечно, всех заботит, правоохранителей. Мы стараемся минимизировать вовлечение молодежи в криминальную среду и в негативную среду. Но хотел бы сказать, основной посыл любому ребенку это дают дома.
В координационном совещании также приняли участие представители Государственной службы охраны, Таможенного комитета, Миграционной службы, оперативного отдела СГБ, специалисты министерств и ведомств. Гугу Цавардания, Давид Авицба, Абхазское телевидение. Рано утром 21 декабря в Сухуми по улице Ардзенба загорелся торговый ряд «Гранд Базар». Огонь охватил несколько торговых павильонов и кафе. Пожар ликвидировали 3 пожарных и 1 спасательное отделение ПСО города Сухум. Оперативными действиями пожарных удалось в кратчайшие сроки локализовать возгорание и не допустить распространения огня по общей кровле на весь торговый ряд. В результате пожара сгорела кровля общей площадью 120 квадратных метров. 2 торговых павильона выгорели полностью. Пострадавших нет. Руководство республиканской больницы активно проводит ремонтные работы в родильном отделении. Так, на днях окончен капитальный ремонт душевых комнат, которыми в роддоме не могли пользоваться несколько последних лет. Кроме того, Минздрав передал родильному отделению анализатор газа в крови. Все подробности в материале пресс-службы ведомства. Руководство республиканской больницы активно проводит ремонтные работы и оснащает родильное отделение ведомства. Так, на днях окончен капитальный ремонт душевых комнат для рожениц, которыми в роддоме не могли пользоваться несколько последних лет. У нас 8 душевых, которые не работали на протяжении последних 3-4 лет. Мы были вынуждены вообще закрыть эти комнаты. Оставалось у нас 2 душевые, где мы по графику купали наших больных, вернее, они сами купались. Было очень неудобно, было очень много нареканий на этот счет. Поэтому мы обратились с просьбой к нашему руководителю, и он пошел нам навстречу. В экстренном порядке были выделены средства, был произведен качественный ремонт, я бы сказала, не косметический даже, а капитальный ремонт душевых. Душевые все были демонтированы и заново произведены работы по установке душевых кабин. Сейчас работает все в штатном режиме, мы пользуемся, никаких нареканий нету, больные наши довольны, мы тоже счастливы. Кроме того, Минздрав передал родильному отделению республиканской больницы анализатор газа в крови, измерительный прибор для определения качественного и количественного состава основных смесей газа в крови и содержания электролитов. Данные исследования необходимы для новорожденных. Они позволяют выявить различные патологии у детей в самом раннем возрасте. Аппарат передал министр Эдуард Будба. Его стоимость около 1 миллиона рублей. Приобрести анализатор смогли благодаря спонсорской помощи. Наконец мы получили замечательный аппарат, анализатор газа в крови новорожденного с картриджами, со всем наполнением. Этот аппарат мы много лет заказывали, ждали. Без ложной скромности скажу, что это большое достижение для нашей современной сейчас жизни, для нашего учреждения. Без этого аппарата невозможно решить вопрос перевода новорожденного ребенка на ИВЛ, инвазивную. Персонал обучен работе на этом оборудовании. Оборудование будет установлено в отделении интенсивной терапии новорожденных, и работать на нем будут сотрудники отделения интенсивной терапии новорожденных. Такого рода оборудование впервые на территории данного лечебного учреждения, газовый анализатор крови, впервые приобретен, установлен, доставлен, инсталлирован с реагентами, с гарантией, и будет помогать здесь в работе, потому что крайне очень важно знать газы крови, когда наши детишки рождаются и есть какая-то патология. Хотел бы выразить слова благодарности Алексею Жмулеву, большого человека, который является большим другом Абхазии, проживает в городе Москва. Он оказал такую спонсорскую помощь. Минздраву Республики Абхазия был приобретен этот анализатор газа в крови практически с инсталляцией, с доставкой, с реагентами под 1 миллион рублей. Спасибо вам огромное. Анализ газа в крови относится к категории экспресс-диагностики и незаменим для оказания эффективной медицинской помощи при критических состояниях. Буквально за несколько минут врач получает данные по всем важнейшим показателям жизнедеятельности пациента. Особо важна его точность в работе с категорией новорожденных пациентов.
Абхазские спасатели доставили гуманитарный груз в очередной пункт назначения в Херсонскую и Запорожскую области России. Цитрусовые из Абхазии доставлены на Донбасс в канун Нового года в рамках гуманитарной акции, проведенной по инициативе президента Абхазии. Распределяться цитрусовые плоды в основном будут в детские, дошкольные и специализированные учреждения. В общей сложности на Донбасс отправлено около 100 тонн цитрусовых. В декабре 2014 года компания «Вина и воды Абхазии» прошла первый сертификационный аудит. Сертификат выдается на 3 года. Однако каждый год специалисты российского представительства международного органа по сертификации «Альфа Групп Плюс» приезжают и проводят аудит продукции на соответствие требований стандарта. Кроме того, для сотрудников компании проводятся обучающие семинары. Тему продолжит Лаура Капш. Вот уже много лет «Вина и воды Абхазии» сотрудничают с «Альфа Групп Плюс», российским представительством международного органа по сертификации QCert. В рамках этого сотрудничества ежегодно органы по сертификации проводят внутренний и надзорный аудит, и если выявляются недостатки, проводятся корректирующие действия. Когда мы впервые начали работать с этим предприятием, конечно, было много каких-то нюансов, недопониманий, каких-то преодолений, каких-то трудностей. Но, слава богу, совместным путем все прошли, предприятие изменилось, предприятие очень хорошее, вкладывает ресурсы для и оборудование для обучения своего персонала. И поэтому мы очень рады работать с данным предприятием. Поэтому сейчас мы уже разговариваем почти на одном языке. То есть предприятие понимает требования стандарта. И мы видим, находим свидетельства, подтверждающие выполнение требований. Перед тем, как приступить к ежегодному надзорному аудиту, специалисты «Альфа Групп Плюс» провели двухдневный семинар для всех сотрудников компании «Вина и воды Абхазии». Мы очень много лет уже сотрудничаем. Прошло уже несколько циклов ресертификации. И мы выдали сертификат данному предприятию на соответствие международного требования стандартам ISO 22000-2018 года. Систему менеджмента безопасности пищевых продуктов. И предприятие ежегодно проходит надзорные аудиты на соответствие требований данного стандарта. Проходит успешно. Выполнение требований законодательства по виноделию, условия в которых сегодня существует предприятие, ответственность и полномочия персонала. Эти вопросы и многое другое было обсуждено в первый день семинара. Сегодня мы будем говорить про прослеживаемость создания продукта, потому что это обязательное требование. Мы должны взять любой продукт и знать, из какого виноматериала сделан данный продукт, в какую упаковку был упакован, какие партии, где входной, как проведен был входной контроль, какие были проблемы с данной партией. То есть прослеживаемость создания продукта мы сегодня еще повторим на эту тему. Мы повторим действия в чрезвычайных ситуациях. То есть у нас разработана процедура действий в чрезвычайных ситуациях. И как мы будем реагировать, как проводят тестирование по обучению. Мы сегодня поговорим про ХАСП, еще раз про анализ опасности и определение критических контрольных точек. ХАСП – это набор обязательной для работы предприятия документации, которая позволяет организовать работу персонала и обеспечить изготовление качественной и безопасной для потребления продукции. Идея внедрения ХАСП, этой программы, она возникла не только из-за того, что мы просто так захотели, а из-за того, что такие были требования, и они вынуждали. ХАСП – это 7 принципов. Это менеджмент, естественно, это взаимосвязь, это прослеживаемость, это безопасность продукции. То есть та продукция, которая выпускается с нашего предприятия и попадает на прилавки Российской Федерации, на рынок Российской Федерации, она отвечает всем требованиям всех российских стандартов, а также стандартов, принятых у нас в Республике Абхазия. Работая с системой ХАСП, мы подтягиваемся и стараемся подняться на уровень, который предъявляет нам высокие требования, отметил заместитель генерального директора фирмы «Вина и воды Абхазии» Валерий Авицба. Без этой системы мы никогда не сможем освоить высокое качество нашей продукции и высокое состояние, санитарно-техническое состояние. Потому что, как бы вы ни делали качество продукции, без санитарно-технического состояния, без оборудования соответствующего, и много-много, и без кадров, естественно, да, и много-много таких вот показателей, которые от нас требует ХАСП. И поэтому ежегодно они приезжают, они нам оказывают огромную помощь. Мы таким образом находимся в системе мировых стандартов. Это очень важно.
Чтобы быть успешным и выдержать конкуренцию на рынке, нужно разбираться в стандартах виноделия, правильно их понимать и применять. В этом деле сотрудникам вина и воды Абхазии помогают специалисты Альфа Групп Плюс. Лаура Капш, Константин Парулова, Абхазское телевидение. Грамотные специалисты, многочисленные офисы, розничная и оптовая торговля, склады в России и Абхазии, а также собственный транспорт и, главная, репутация надежного партнера. Все это торговый дом «Рубин». В предновогодней суете и поиске подарков к празднику «Рубин Маркет» предлагает большой ассортимент товаров по доступным ценам. В этом убедилась Сария Кварацхелия. В торговом доме «Рубин Маркет» царит праздничная атмосфера, ведь зачастую креативное оформление торговых площадок помогает владельцам бизнеса увеличить продажи в самый горячий сезон в году. Сегодня торговый дом «Рубин» – ярко оформленное пространство, где посетителям приятно находиться и совершать покупки. Ассортимент большой, да, нравится. Я не первый раз уже здесь была, поэтому вот знакомого своего привезла сюда, чтобы он посмотрел. Он даже не знал, что здесь есть такой вот магазин большой. Глаза разбегаются. Когда много, когда большой выбор, сложно все-таки выбрать. Люди 21 века используют более сложные инструменты и бытовую технику для своей повседневной жизни. Чем больше мы стараемся сделать свою жизнь удобной и комфортной, тем весомее оказывается роль бытовой техники в определении нашего образа жизни. А в «Рубине» можно приобрести не только технику, но строительные материалы, мебель, инструменты, посуду и многое другое. У нас самые низкие цены в республике. Мы ведем очень большую работу, мониторим еженедельно все цены на ключевые позиции. Будьте уверены, если вы покупаете у нас, вы покупаете по лучшей цене. А еще у нас есть бесплатная доставка по всей Абхазии. Это вам не Дед Мороз один раз в году под елочку. А 365 дней в году мы доставляем людям бесплатно. У нас есть интернет-магазин, многие им пользуются, у нас растут интернет-продажи. Можно заказать по телефону, можно автоматически сделать свой собственный заказ, и наши менеджеры вам перезвонят сами. Если чего-то нет в наличии, можно заказать. «Рубин» никогда не стоит на месте. Перечень предоставляемых торговым домом услуг постоянно растет. Каждый год открываются новые направления деятельности. Раньше планировать было проще, но сейчас мы все равно планируем. Строим планы на 2023 год. У нас будут многие новые направления. Это автотовары, аккумуляторы, это раз. Металлопрокат, это два. И производство блоков, бордюрные плитки – это тоже нужное и востребованное нашим людям направление. Этот просторный, относительно новый флагманский супермаркет товаров для дома был открыт в 2021 году. Сегодня так просто покупателя не удивишь. Поэтому для владельцев торгового дома было важно мыслить индивидуально, не повторяя за другими. Мы много учились, много работали, стали умнее и профессиональнее. Мы построили, запустили вот этот торговый центр «Рубин Маркет». Мы сделали все, чтобы он стал еще удобнее, еще приятнее, чтобы в нем было делать легко покупки, легко и выгодно. Лирика Аркуджи работает в отделе стройматериалов со дня открытия. За 1,5 года работы «Рубин» для молодого человека стал вторым домом. Рабочий день начинается с того, что мы делаем полную выкладку товара и ждем первых клиентов. Мы отвечаем всем потребностям клиента. Всех с наступающим Новым годом. Ждем в торговом доме «Рубин» в отделе стройматериалов. Торговый дом «Рубин» – это грамотные специалисты, офисы, розничная сеть и склады в России и Абхазии, а также собственный транспорт и, главное, репутация надежного партнера. У нас работают самые лучшие ребята. Самые лучшие, не кривят душой. К нам, чтобы попасть, нужно пройти несколько собеседований. Не сказать, что они архисложные, но нам главное, чтобы человек был хороший, заинтересованный, трудолюбивый и интересный. Hatırızku havacılar, işe dışarıda xup yayva aşık sıçız hastalı aşık sıçız havacılar irişirste xup agobzera agam çalışara hara auz havet asad абайнаргны асад вижа аханза хавзипшу. Наверное, вы зададитесь вопросом, а будет ли новогодний ценопад в «Рубине»? Порадуют ли клиентов выгодными ценовыми предложениями и будут ли праздничные акции? Ежедневные наши цены лучше каких-то там новогодних скидок. Мы контролируем уровень цен
И даже несмотря на это, что у нас низкие цены, мы умудряемся делать акции. Следите за нами в Инстаграм-аккаунте. Рубин Маркет располагается в новом районе в городе Сухум по улице Аргун, 29А. Сария Кварцхеля, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. Новое звучание любимых песен компания «Аквафон» оказала поддержку исполнителю Омару Сангулия. Музыкант работает над аранжировками новых и старых песен, которые войдут в его альбом. Эсма Гуланзе расскажет подробнее. Работа в звукозаписывающей студии идет полным ходом. На наших глазах рождается новый абхазский хит. Песня «Хадгил» Омара Сангулия в дуэте с Фридой Берзени станет одной из 13 композиций, которые войдут в музыкальный альбом исполнителя. Мы знакомы с Омаром Сангулия давно. Конечно, когда предложение такое поступило, я с большим удовольствием приняла участие. Песня, она непринужденная, ее можно исполнить везде, в праздничных концертах. Писали всего лишь за один день, написали. Я думаю, что зритель оценит. Альбом объединит новинки и всеми любимые хиты Омара Сангулия. Вдохнуть новую жизнь в известные песни. В этом исполнителю помогает звукорежиссер Анри Кумба. В основном всю работу делает Омар у себя на студии. Он знает свои песни, и у него есть понимание, как должны быть выстроены его аранжировки. Он работает над этим, а потом уже над финальным этапом, который называется мастерингом, будут уже делать у нас в студии. Он мне все передаст, и я буду уже над звуком работать. Но также какие-то там 2 композиции мы делали тут в студии. Родина, военная тематика, романтическая любовь. Композиции затрагивают самые разные темы, и все, кроме одной, на абхазском языке. Я пишу, думая о молодежи нашей, чтобы она это слышала, чтобы она, эта молодежь наша, это все переваривала про себя, все это слушала, и как бы, чтобы не потерялась традиция нашей абхазской музыки, та, которая была передана нам, нашими старшими. Наши старшие передали нам эту музыку. У нас очень много людей, которые были времена, сложнейшие времена, когда нельзя было не то, что писать на абхазском, говорить нельзя было на абхазском. Эти песни обретут новое звучание благодаря сотовой компании «Аквафон», которая поддержала данный музыкальный проект. Большую помощь мне в этом оказали, компания «Аквафон». Я хочу их поблагодарить за оказанную мне помощь. Во главе с Алхасом Юрьевичем, они помогли мне чисто финансово. Без финансов сегодня ничего не продвинется, ничего невозможно это сделать. И появились у меня, даже те, которые были старые произведения мои, они стали как новые, будто бы я их сам уже не узнаю. Омар Сангулия – известный исполнитель, автор многочисленных хитов на абхазской эстраде, он аж с 70-х годов. Омар Сангулия не только сочиняет и исполняет песни, он также играет на музыкальных инструментах, от струнных и клавишных до народных и духовых. Мы очень рады быть причастными к этому проекту. Омар Сангулия – тот исполнитель, которого любят и дети, и взрослые. Хотелось бы отметить тот факт, что в 80-е годы он состоял в нескольких музыкальных коллективах. Песни этих коллективов были очень популярны. Они выступали в Абхазии, за пределами. И в самое сложное время Омар Сангулия не оставлял, не забрасывал музыку. Он и после войны он занимался много с детьми, преподавал вокал. Мы хотели бы, пользуясь случаем, пожелать ему дальнейших творческих успехов, пожелать ему здоровья крепкого и пожелать всего наилучшего в наступающем новом году. Выход альбома под названием «Сыпсадгил» планируется после Нового года. Эсма Гуланзе, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба принял представителей Федерации спортивной игры мини-волей города Сочи Виталия Сафонова и Галину Варпатинскую. Гости презентовали спортивную игру мини-волей, высказали предложение создать сухумскую команду с тем, чтобы она принимала участие в соревнованиях в Сочи, ближайшее из которых должно пройти в апреле. Кроме того, они пригласили выступить абхазский национальный ансамбль на открытии турнира. Беслан Эшба поручил начальнику управления по делам молодежи и спорта Эльзе Хагба изучить вопрос создания команды, если школьники и студенты заинтересуются этой спортивной игрой. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 22 декабря, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем 8-13 тепла. Температура морской воды плюс 13. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.